Можно, да? Сам сейчас скажи, что задерживается немножко. Да, чтобы 30 не секунд пугаться. задержка. 30 секунд задержка. Позже будет. Все, можно запускать, начинать. Здравствуйте, уважаемые коллеги! Начинаем установочное собрание Республиканского методического объединения учителей технологий. Приветственное слово предоставляется проректору по образовательной деятельности Института развития образования Республики Коми, кандидату педагогических наук, доценту Габовой Марине Анатольевне. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы продолжаем серию установочных заседаний республиканских методических объединений учителей. У нас прошли уже достаточно много заседаний, да, практически все образовательные области у нас уже охвачены были. И вот сегодня у нас заседание Республиканского методического объединения учителей технологий. Республиканские методические объединения создавались с целью повышения качества образования на ступени общего образования. И, конечно же, достаточно серьезные задачи стоят перед вами. Сегодня вам предстоит обсудить положение о вашем Республиканском методическом объединении учителей технологий. Вам необходимо обсудить, выработать предложение в план работы Республиканского методического объединения учителей технологий. Вам необходимо будет обсудить те направления работы, которые вы будете реализовывать в течение этого учебного года и в последующем. Мне бы хотелось пожелать вам успешной, плодотворной работы. И я передаю слово председателю Республиканского методического объединения учителей технологий Наталье Николаевне. Итак, уважаемые коллеги, сегодня наше собрание буду вести я, как председатель Республиканского методического объединения, и сопредседатель, кандидат педагогических наук, преподаватель гуманитарно-педагогического колледжа имени Куратова Бугаева Елена Энгельсовна. На сегодняшнем собрании мы рассмотрим 4 основных вопроса. Это первое – роль методических объединений педагогических работников в развитии системы общего образования Республики Коми, организация деятельности Республиканского методического объединения учителей технологий, уточнение списков членов Республиканского методического объединения учителей технологий и рассмотрение плана заседаний на 2017-2018 год. Приступим к рассмотрению первого вопроса, который определяет роль методических объединений в настоящее время в нашей республике. Конечно же, первой и самой важной предпосылкой создания таких объединений выступает процесс модернизации системы основного общего образования, которые обусловлены введением федеральных государственных образовательных стандартов. В настоящее время обучение строится на основе примерных основных общеобразовательных программ, разрабатываются новые учебники, будет вводиться такая система, как Российская электронная школа. Следует отметить, что на сегодняшний день пока еще не утверждена концепция технологического образования, хотя в открытом доступе в сети интернет вы можете найти 3 варианта проекта данной концепции. Сегодня учителю технологий приходится решать много новых профессиональных задач, поэтому создание Республиканского методического объединения, надеемся, позволит нам вместе разобраться в основных проблемах современного технологического образования, обменяться опытом, но и решить важные вопросы. Таким образом, необходимость объединения учителей технологий обусловлена разработкой концепции технологического образования, разработкой и освоением новых подходов и методик преподавания технологий, необходимостью профессиональной экспертизы и активного обсуждения в педагогическом сообществе лучших педагогических практик учителей технологий, а также организации площадок для разработки предложений методического сопровождения процессов развития образования. В нашей республике по приказу Министерства образования в 2015 году было создано Республиканское учебно-методическое объединение. И в 2017 году приказом номер 358 от 14 апреля вновь акцентируется внимание на создании республиканских методических объединений. На сегодняшний день создано и начали работу 20 методических объединений, которые включают различные предметные области и предметы, в том числе и объединение
педагогов-библиотекарей, педагогов дополнительного образования, воспитательных дошкольных образовательных организаций. На слайде представлена вертикаль управления системой методических объединений. Каждый из вас входит в школьное методическое объединение, которое работает и также включается в муниципальные методические объединения городов, поселков нашей республики. И то, о чем мы сегодня будем говорить, республиканское методическое объединение, это тот орган, который позволит организовать деятельность на местах, организовать всех учителей в Республике Коми для того, чтобы решить важные необходимые вопросы подготовки учителей, подготовки учащихся по предметной области технологий. Более подробно с процедурой организации деятельности Республиканского методического объединения учителей технологий вас познакомит Елена Энгельсовна. Пожалуйста, Елена Энгельсовна, вам предоставляется слово. Итак, мы раскрываем вопрос организации деятельности Республиканского методического объединения учителей технологий. Республиканское методическое объединение входит в структуру Республиканского учебно-методического объединения. Создается Министерством образования и науки и молодежной политики Республики Коми и осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим положением. В состав Республиканского методического объединения входят руководители муниципальных методических объединений учителей технологий. Также в состав на добровольных началах могут входить педагогические работники образовательных организаций, организаций дополнительного образования, профессионального образования, те, которые по роду своей деятельности связаны с содержанием учебного предмета технология. Республиканское методическое объединение создается с целью активизации деятельности педагогических работников по обеспечению развития содержания и методики преподавания учебного предмета технологии в Республике Коми. Задача Республиканского методического объединения: определение приоритетных направлений развития содержания и методики преподавания учебного предмета технология, выявление и внедрение эффективных технологий, методов и средств обучения, организация участия учителей технологий в совершенствовании содержания, форм и методов повышения квалификации, профессиональной переподготовки и аттестации, содействие вовлечению педагогов в научную и публикационную деятельность через развитие и проведение исследований, организация общественного обсуждения учебно-методических комплектов, участие в организации интеллектуальных конкурсов, олимпиад и других мероприятий. Какие функции выполняет Республиканское методическое объединение? Прежде всего, это организация общественного обсуждения и участие в обсуждении концепции развития содержания и преподавания учебного предмета, учебно-методических комплектов, презентация лучших практик учителей, эффективных технологий, методов и средств обучения, организация и проведение экспертизы научных и учебно-методических разработок, инновационных программ и проектов, оказание помощи муниципальным методическим объединениям учителей в изучении эффективности и результативности применения технологий, методов и средств обучения. Какие направления деятельности осуществляет Республиканское методическое объединение? Первое – это организационная работа. Второе – обеспечение методического сопровождения преподавания по учебному предмету технология. Содействие профессиональному развитию педагогических работников. Формы организации деятельности Республиканского методического объединения. Это заседания, в том числе с использованием видеоконференций, участие преподавателей Республиканского методического объединения в заседаниях муниципальных методических объединений, методические, практикоориентированные семинары и конференции различного уровня, участие в работе республиканского портала, образовательный портал Республики Коми,
разработка и обновление рубрики «Сетевое сообщество учителей технологий», тематические и организационные вебинары. Осуществлять управление деятельностью Республиканского методического объединения будут председатель, сопредседатель и секретарь. В состав обязательно входят председатель, сопредседатель, секретарь, руководители муниципальных методических объединений учителей технологий. На добровольных началах могут входить педагогические работники общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, профессионального образования по роду своей деятельности, связанные с содержанием учебного предмета технология. Уважаемые коллеги, сегодня мы должны рассмотреть еще вопрос о выборе совета методического объединения и утверждении плана проведения заседаний. Я хотела бы обратить ваше внимание на то, кто может входить в совет. Председатели, сопредседатели у нас уже по приказу министерства выбраны, поэтому мы на сегодняшнем заседании акцентируем внимание, что каждый из вас по желанию может стать как секретарем методического объединения, и каждый руководитель может и должен стать, войти в совет. Те коллеги, те учителя технологий, которые хотят войти в совет Республиканского методического объединения, они могут сообщить об этом в Институт развития образования или на электронную почту, которую вам продемонстрирую чуть позже. Это все на добровольных началах, но тем не менее мы думаем, что участие в методическом объединении позволит вам повысить свою квалификацию, профессиональное развитие и в дальнейшем будет стимулироваться в ваших школах. Каким образом мы с вами будем взаимодействовать, поскольку все мы находимся в различных городах, поселках и селах нашей необъятной республики, поэтому все взаимодействие мы будем организовывать через сетевое сообщество. Оно на сегодняшний день уже создано на открытом портале «Открытое образование Республики Коми». Все вы, наверное, знаете, как зайти на этот портал. Здесь вот вы видите логотип данного ресурса. Когда вы зайдете на главную страницу, вам необходимо включить вкладку «Педагогам». Далее вы увидите раздел «Республиканские методические объединения педагогов». После того, как войдете в эту вкладку, у вас с правой стороны экрана будет находиться список тех методических объединений, которые на сегодняшний день уже созданы, которые уже активно работают в сети интернет. Предмет технологии находится на 4-й вкладке. Следует отметить, что сетевое сообщество уже было представлено и активно работало в 2016 году, когда коллеги рассматривали вопросы модернизации образования, модернизации основного общего образования по таким предметным областям, как искусство, музыка и технология. На нашем портале представлены 4 раздела. Это документы, предметно-дискуссионная площадка, полезные ссылки, методическая копилка, блоги, сайты педагогов. Ну вот мы видим как раз анонс нашего сегодняшнего собрания установочного тоже здесь представлен. После сегодняшнего собрания тут будут размещены положения, примерный список участников методического объединения и те нормативные документы, которые будут регулировать деятельность методического объединения. Конечно, для того, чтобы просмотреть всю информацию, вы можете просто зайти на портал, посмотреть, познакомиться с ней, скачать себе на свой компьютер. Но для того, чтобы стать активным участником нашего сообщества, вам необходимо зарегистрироваться. Это вы можете сделать, нажав на правую кнопку в верхней части экрана. Мы просим вас указывать точные фамилии, имя и место работы, поскольку мы будем видеть тех участников, которые активно
участвуют в обсуждениях, представляют свои методические разработки для того, чтобы затем мы это фиксировали в отчете о работе методического объединения и затем представили все это Министерству образования. Я хотела бы обратить внимание на дискуссионную площадку, поскольку именно здесь вы можете задать вопросы, принять участие в обсуждениях. Вот уже сегодня размещено положение Республиканского методического объединения «Члей технологии», о котором вам сейчас вкратце рассказала Елена Энгельсовна. То есть, когда вы зарегистрируетесь, у вас будет возможность оставить здесь сообщение, свои рекомендации и принять участие в данном обсуждении. Кроме этого, как только у нас будет утверждена концепция технологического образования, которая на сегодняшний день находится на рассмотрении, и я разговаривала с авторами этой концепции Хатунцевым Юрием Леонтьевичем, который является лидером у нас в технологическом образовании, и, возможно, в январе месяце такая концепция уже будет принята. Вот здесь мы можем с вами тоже обсудить данную концепцию. Вот так будет выглядеть вкладка обсуждений. Ну и для того, чтобы мы с вами закончили наше собрание, еще раз хочу акцентировать внимание на решение, которое мы с вами должны принять. Это утвердить проект положения деятельности Республиканского методического объединения, утвердить план и утвердить список. Кстати, по плану, пожалуйста, в сетевом сообществе вы можете указать те проблемы, те темы, которые вы считаете актуальными. Не стесняйтесь, пишите, потому что методическое объединение на то и создано для того, чтобы эти вопросы обсуждать. Мы можем к нашему обсуждению подключить и коллег с Москвы, и Хатунцева, и Пичугину Галину Васильевну, доктора педагогических наук, создателя учебника Казакевича, для того, чтобы знать те перспективы, которые нас сегодня ждут. Возможно, вас будут интересовать вопросы, связанные с Олимпиадой по технологии. Если вас это заинтересует, мы тоже можем взять такую тему для обсуждения. Поэтому мы вам изначально не даем заготовку плана, хотели, чтобы вы сами сделали предложение по данным вопросам. Ну и на последнем слайде я хотела бы продемонстрировать свой электронный адрес. Если у кого-то не получится зарегистрироваться на портале «Открытое образование», вы можете написать на этот электронный адрес ваши проблемы, вопросы. Ну и, конечно же, если вы заинтересуетесь участием в Совете Республиканского методического объединения, тоже пишите нам, мы будем рады. Так, пожалуйста, у кого-то есть вопросы, можете в чате указать. У нас, в принципе, все. Сейчас должно появиться. Уважаемые коллеги, вопросов в чате мы не видим, поэтому наше первое установочное короткое заседание мы хотим закончить и пожелать всем удачи, наступающего Нового года и активного участия в нашем республиканском методическом объединении. Большое спасибо за внимание.